Сутки выявлено 120 новых случаев новой коронавирусной инфекции. По данным Управления Роспотребнадзора по республике Саха-Якутия в городе Якутске зарегистрировано 80 случаев, в Алданском, Мегино-Кангаласском, Улусах 7 случаев, в Верхневилюйском, Мирнинском по 5 случаев, в Нерюнгринском 4. Отдельные случаи зарегистрированы в ряде районов республики. Информация соответствующая будет дана и дается именно непосредственно через оперативный штаб республики. Необходимо обратить внимание на то, что за последние выходные осложнилась ситуация в ряде районов. Так осложнилась ситуация в Алданском районе, в котором медиками были выявлены случаи новой коронавирусной инфекции в отдаленном населенном пункте село Кутана. Необходимо обратить внимание, что оперативно были приняты все меры, направлена ковид-бригада. На настоящий момент данный населенный пункт включает в себя 600 с лишним человек. В населенном пункте находится врачебная амбулатория, и сегодня в течение дня туда будет направлена дополнительная медицинская бригада. И необходимо обратить внимание, что вместе с ковид-бригадой в сам населенный пункт прилетели и те, кто оказывает медицинскую помощь, были вывезены тяжелобольные, ну и, соответственно, обеспечены лекарственными средствами. В полном объеме ситуация находится под контролем. Впервые за все время выявились подозрительные случаи в Момском Улусе. Я думаю, что гражданам не нужно сильно нервничать, переживать. Оба случая также выявлены медиками. Они связаны с ситуациями заболеваний возрастных жителей республики, у которых выявилась непосредственно двухсторонняя пневмония. Поэтому все меры оказываются, продолжает работать в том числе и санитарная авиация. Отдельные населенные пункты находятся на особом контроле. Так на контроле находится ситуация в Нижнем Бестяхе, так как в таком вот центре, на таком транспортном центре развязки республики Саха-Якутия, в котором на прошлой неделе мы закончили увеличение количества коек и, соответственно, по информации главного врача Мегино-Кангаласской центральной больницы, достаточно четко идет отслеживание амбулаторных больных. Ну и, конечно же, все больные, где бы они ни находились, от Аймикония до Якутска, всем мы им сегодня желаем выздоровления. За сутки у нас работала непосредственно лаборатории, а в выходные дни все лаборатории работали. Было проведено 4000 исследований. Ну и сегодня у нас порядка 530 тысяч тестов вообще в целом по республике проведено. Только что состоялось заседание суженного оперативного штаба под руководством главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева, на котором было принято решение, будет доведено оно, именно решение оперативного штаба о необходимости направления на удаленный режим работы, соответственно, работников бюджетной сферы. Органы местного самоуправления относительно муниципальных учреждений и Министерство труда и социального развития Республики Саха-Якутия относительно республиканских учреждений с завтрашнего дня начнет проверку количества людей, направленных на удаленный режим. Удаленный режим работы не распространяется среди республиканских учреждений, только на учреждения здравоохранения и учреждения образования, там, где непосредственно работает очная форма работы. Кроме того, за главой задача поставлена работа и привлечение к ответственности тех работодателей, которые должны были направить граждан, достигших 65 лет, на удаленный режим работы, либо же на больничный, либо предоставить иной порядок работы. Поэтому сегодня ситуация такова, что на наших койках, а их количество, в том числе и для тяжелых, сегодня в городе Якутске мы увеличиваем. И, соответственно, в основном находятся лица пожилого возраста. Поэтому еще раз берегите своих взрослых, носите маски, соблюдайте социальную дистанцию. Это был брифинг оперативного штаба Якутии по борьбе с коронавирусом. Не переключайтесь, далее выпуск новостей. Максимальный показатель за все время пандемии. За сутки коронавирус выявили у более чем 13 тысяч россиян. Больше никаких паромов и опасных наплавных сооружений. 4 мостовых перехода открыли на этой неделе в Якутии. Как преображать